Так, ассаламу алейкум. Витаю вас. Сейчас 0 часов 20 минут. Уже 30-е. Решил провести ночной стрим. Заходите, гости дорогие. Стрим у нас сегодняшний. Чеченцы рулят. Ночной стрим. Сегодня был очень занят. Да, 30 августа, уже 20 минут первого, 00 часов 20 минут. Давайте пообщаемся, друзья. Рулят же чеченцы, правильно? Как меня слышно, скажите кто-нибудь. Алейкум салам. Машвар. Кайла Буна. Тома Шмидт, как всегда, не спит, да. Тома Шмидт всегда бдит и не спит, да. Так, сейчас мы тут что-нибудь настроим, чтобы было видно для всех. Сменим ак. Войдем сюда. Так, друзья, давайте. Кто не согласен, что чеченцы не рулят? Давайте посмотрим, кто из вас тут такое может утверждать. И я, например, говорю, чеченцы рулят. Я не понял. Русня, говоришь, рулит, да? Русня не рулит. Русня уже все, приехала. Вы уже не знаете сами, как выкарабкаться из той каши, в которую влезли. Вот так вот все я настроил. Так, сейчас я вам, чтобы было видно, да, наши флаги. Так, совладел. Вот так. Ну давай, как звук со звуком, скажите как. Ничего есть еще. Можно вопрос задать по теме? Конечно, Андрейка, конечно. Я весь внимание. Ну ладно, очень хуже вижу. Слишком близко. Так, чеченцы рулят, да, вот, рыбу. Вы умеете готовить рыбу? Нет, к сожалению, не готовил. Ну, вообще рыбу, да, готовил. Ну, то не то, что готовил, что ее готовить.
На рыбалке, например, ее берешь и жаришь просто. Или варишь уху, например. А так, нет, я не умею готовить. Не то, что не умею, не люблю. Не люблю готовить. Ну, при желании, конечно, готовил. А вы из какого города? Я из города героя Джохар, бывший Грозно. Сейчас, в данный момент, в Германии, в Гамбурге нахожусь. А вы, Андрейка, где находитесь? Ну давайте, кто не согласен с тем, что чеченцы не рулят? Давайте, короче, кто выходит на поединок? Давайте. Давайте, кто осмелится? Вообще, как меня слышно? Скажите, я просто в наушнике. Как меня слышно? Лучше или лучше без? Хорошо, спасибо, Тетяна, спасибо. Это хорошо. Где русские есть здесь? Русские, заходите. Имперцы есть? Имперцы. Имперцы есть. Хочу спросить у вас, что, как вы думаете, скоро победите там? Когда у вас там победа, там что такое? И вообще, что для вас победа? Интересно, да? Есть имперцы? Дерзкие имперцы есть? Салам алейкум, алейкум салам, Албания. Алейкум салам. Давайте тапайте, друзья, чего вы? Салам маргинал, маргинал. Салам, дорогой. Где имперцы? Дайте мне имперцев, друг Америки. Ну, как тебе сказать? Вообще-то, да, друг. Есть, друзья американцы есть. Хорошие люди, кстати. Но Америка, знаешь, это же не просто какая-то страна, друг Америки. Мы все друзья Америки, понимаешь? Просто некоторые признаются в этом, некоторые нет. Например, мы все пользуемся интернетом американским, айфонами американскими, джинсами, да всем чем угодно. Искусственный интеллект теперь всех захватил, понимаешь? Это, это, знаешь, такая интересная ситуация. Ну, у каждой планеты есть две стороны. Конечно, есть, конечно. Буджа Иван Васильевич, конечно, есть. Конечно. У каждой страны есть две стороны, да. И две, и три, и пять у некоторых по-разному. У монеты две, да. Ну, если ребро не считать как третью сторону. Так, тапаем, друзья. Где? Выводите мне имперца. Давай, Буджа, ты у нас имперец, Иван Васильевич. Или Василий Иванович. Ты у нас имперец, давай, рассказывай. Чего тебе Америка? Почему вы до сих пор
с Америкой что-то у вас какие-то претензии. Вон уже Трамп сказал, что ваш Путин не соперник ему, вроде все нормально, успокоились. А вы до сих пор, как там в басне про моську и слона, лает на слона, да? Так, значит, у вас тебя Кадыров найдет. Ну, за что меня Кадыров будет искать? За то, что я сказал, что Америка великая держава? За это, что ли? Алексей Иванов, где твоя кепка России? А ты считаешь, у меня должна быть кепка России? Да ну, перестань. За что? За какие заслуги я должен кепку России одеть? В смысле, конечно. Ты думаешь, я раб, что ли, одевать кепку России? Это же клеймо раба, флаг России. Вообще сама Россия рабская страна. У вас ни свободы слова, ни свободы вероисповедания, ни свободы вероубеждений, идеологии, ни права на жизнь, ни права на свободу. Ой, мы даже вот сейчас недавно вышли из конвенции по пыткам. Представьте себе, вы вышли, официально заявили, что вы будете пытать людей. И ничего за вас теперь спрашивать за это не будет. О чем ты говоришь? Твоя родина Чечня, зачем тебе Америка? Моя родина Чеченская республика Ичкерия. И она оккупирована фашистской Россией. Понимаешь? После того, как убили более 250 тысяч наших граждан всех национальностей и всех вероисповеданий. Понимаешь, наших русских вы тоже убивали, там массово, как сейчас в Украине убиваете, спасая якобы русских. Поэтому у меня с вами никогда не будет общей страны, никогда не будет у меня к вам прощения, пока вы не признаете ваше преступление, не покинете нашу территорию и не выплатите компенсации. А скорее всего вы никогда это не признаете. Даже если вас оттуда выкинут, а вас оттуда выкинут, вы не признаете. Потому что немецкого мужества у вас нет, немецкой чести у вас нет. Поэтому никогда я не буду частью России, что моя Чечня это часть России. Никогда этого не будет. Понимаешь? Ты в Германию езжай. Да, тогда. В смысле, я в Германии живу. Германия отличная страна, отличные люди. Гениально. Говори помедленнее, я не успеваю записывать больше. Ну, чего же ты больше не успеваешь? Ты сразу запись включи. Кстати, я выложу завтра на YouTube канал наш сегодняшний стрим. Поэтому не волнуйтесь. У меня есть YouTube канал Реалити, кто еще не знает. Алейкум, как tu смашволь. Почему там и сям? Нет, я 17 лет я увидел войну, которую вы нам принесли. Вообще до вас дела не было, до вас, русских имперцев. Дружил с русскими, учился в школе с русскими в городе Грозном, тогда он еще так назывался. Жили прекрасно, вообще не верили, что вы нападете. Вообще у нас в голове не было понимания о том, что вы нападете, вчерашние советские мои граждане. Я не верил, ну вообще у меня дела не было до этого. У меня другие, мне в университет надо было идти поступать, школу заканчивал, мне как-то вообще по барабану было. Что у вас там, кто вы, какие ваши имперские вот эти маниакально-шизофренические ваши спазмы. Меня вообще как-то не волновало, не понимал я этого. Наши русские были нормальные люди с нашего Грозного. Ну, некоторые оказались, конечно, с говнецом, а некоторые были очень хорошие, нормальные люди. Ну вот, мы жили, никого не трогали. Вы к нам пришли, и я своими глазами увидел, что вы такое. И мне вот сегодня мне 48 лет.
Через 31 год эта картина, как будто я ее сейчас вижу перед собой стоит. И никогда уже в моей жизни она не исчезнет. Поэтому ничего не хочу. А потом, что было, дальше рассказывать неохота. Я 77-го будешь года рождения, 1977-го. А почему все началось? Просвети свое мнение. Алексей, ну если я тебе сейчас скажу, ты мне будешь говорить, что это пропаганда, это неправда. А началось с того, что ваша фашистская русня посчитала, что Чеченская республика это ваши исконные земли. То есть по праву сильного, то, что вы оккупировали еще при царе и потом при Советском Союзе. А Советский Союз закончился. Верховный Совет, да, если мы правовую сторону, я как бывший адвокат, как правозащитник, как юрист могу тебе сказать, меня интересует правовая сторона вопроса всегда. Мы соблюли ленинскую, сталинскую, последнего образца Советского Союза Конституции, международное право по решению Верховного Совета СССР, автономные советские республики, автономных республик было 20, советских республик было 15. Они все были уравнены в правах в 1990 году в апреле месяце до развала Советского Союза. Как только мы получили это право, мы провели свой референдум в 90-м году. В 90-м Советский Союз еще существовал. В ноябре 1990 года, когда председателем Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики был Доку Гапурович Заугаев, еще при живом нем, при живом Советском Союзе, провели свой референдум, который испокон веков чеченцы проводили. Понимаешь, пока вы еще в лаптях ходили, на болотах жили, там холопами были, мы были свободные люди и имели свое свободное построенное государство. С тысячелетней историей, не с одной тысячи лет, тысячелетней историей. Мы очень древняя цивилизация. Мы знаем, что такое государство, что такое долг, совесть, честь. Вот мы провели референдум. Это был общенациональный съезд чеченского народа. Он был проведен в городе Грозном. Туда приехали все, мы все советские были. Ни о какой демократии мы тогда не думали, по крайней мере. Я вообще был не в теме. Ну, были люди, конечно, кто понимал, что Советский Союз заканчивается и нужно создавать свое государство. Так мы еще в Советском Союзе в 90-м году собрали общенациональный съезд от каждой тысячи чеченцев, выдвинуты, делегаты были выдвинуты. И на этом съезде был провозглашен курс, сперва был принят руководящий орган, избран председателем этого руководящего органа советский генерал Джохар Дудаев, советский, все с ведома советской власти, все официально, все законно. Присутствовали представители Доки Гапуровича Заугаева, его лично не было. Но вся его власть, и русские, и чеченцы, и ингуши, все там присутствовали, и коммунисты, и полукоммунисты. Все были. И мы взяли курс на свободу и независимость. 20 автономных республик и 15 советских республик были в равных правах. Вообще, чтобы ты понимал, в международном праве нету такого понятия, как автономная республика и там советская республика. Понимаешь? Нет такого понимания в юриспруденции, в международном праве, в юридическом смысле нет такого. Но в Советском Союзе было. Но вот чтобы это все выровнять с международным правом, Верховный Совет СССР
принял вот этот закон от апреля 1990 года. И мы посчитали, что вот у нас есть юридическое основание, все объявляли о своем свободе. Ельцин тогда говорил про демократию, Горбачев президентом стал СССР, как ты помнишь. Ну вот, и мы в 91 году ваш совок развалился, а мы в 91 году, до еще того, как вы стали правопреемницей СССР, вы стали правопреемницей в 91 году в декабре месяце, а мы еще летом избрали себе президента и парламента в 91 году, и 6 сентября 1991 года мы объявили о своем полном суверенитете и независимости. Мы не участвовали в приватизации советской собственности, на которую 3 поколения работали наши отцы, деды, бабушки и матери. Понимаешь? Вообще мы от вас отказались. Мы не участвовали в выборах президента России Ельцина. Мы не участвовали ни в чем, ни в одной политической жизни вашей Российской Федерации, новой вашей Российской Федерации. Понимаешь? Просто тебе юридическую сторону я тебе объясняю. Президент наш был советский генерал, у него жена была русская. Все жуть, которую вы нагоняли по телевизору, что мы убивали русских там и так далее, это была чистой воды пропаганда, ложь была. Были банды, которые вы их нам засылали. Наши правоохранительные органы ловили эти банды, арестовывали, сажали их. Советский Союз, когда развалился, криминогенная обстановка усилилась. Она была искусственно усилена по всему Советскому Союзу, потому что КГБшники захватывали власть во всех республиках. В нашей республике к власти пришел советский военный генерал. КГБ было отторгнуто от власти. И у нас был наш советский патриот, чеченец, с русской женой. Понимаешь? Все ваши сказки, что вы вначале говорили, мы убили там, сколько там, 100 тысяч русских, вы говорили. Мы там загеноцидили 100 тысяч русских. Потом вы говорили, что 100 тысяч, это ж сколько надо убивать, и чтобы никто не видел. Ни фото нету, ни видео нету, ничего нет. Это как распятый мальчик в трусиках в Украине, и геноцид русских в Украине, там, и так далее. Не было этого всего. Но зато пропаганда рассказывала днем и ночью. Так нас начали. В 92 году, кстати говоря, в 92 году, 12 марта 1992 году мы приняли свою конституцию. Ваша власть в лице Ельцина и ГКЧП дралась за власть. Одни хотели быть коммунистами, другие хотели с демократами быть. Пока вы разбирались у себя там, не знали там, какой путь вам выбрать, демократами быть или коммунягами оставаться. Мы уже выбрали, сделали все, как многие сделали. Но мы приняли Конституцию 12 марта 1992 года. Обрати внимание, что ваша Конституция принята в декабре 1993 года, то есть на 1,5 года позже нашей. Я надеюсь, я исчерпывающе даю тебе ответ. В июле или в июне 1992 года, после того, как приняли Конституцию, приняли парламент, президент избрали себе демократическим путем, самые честные выборы, международные наблюдатели присутствовали. Все было просто комар носу не подточит. Потому что у нас у власти были интеллектуалы, серьезнейшие, образованнейшие люди были. В 1992 году, в июне или в июле, могу сейчас ошибаться, Чеченская республика была первой республикой постсоветского пространства, даже еще с ГДР не вывели войска. Откуда были выведены войска? Последний солдат ушел в июне, ваш советский солдат, которых абсолютно никто не трогал. Там немножко
разные люди пытались оружие захватить там. Ну, там, в принципе, Дудаев просил чуть оставить нам, вы не оставляли. Мы понимали, что нам нужно оружие, раз у нас должна быть армия, должно быть это. Ну, без единой крови, без единого убийства разошлись. Первая республика, откуда вывели войска, это фактическое признание было. Потом вы долгое время устанавливали с нами связи экономические. На уровне министерств Чеченской Республики, независимой, суверенной, и Российской Федерации устанавливались договора экономические, социальные. Советский Союз, Россия была преемницей СССР. И все люди, кто работал на СССР, мы же в приватизации не участвовали, наши старики, пенсионеры должны были получать пенсии, устанавливались договора между пенсионными учреждениями. Все было нормально. Мы не думали, что вы нас убивать будете. Мы не думали, что вы зверье просто конченное, если честно. Мы думали, что советские... У нас русских жило 80%, если не больше, в Грозном. Понимаешь? Русских. Наших граждан. Мы не думали, что нас будут убивать. Нас не будут вырезать, не будут. Там, нам концлагерь из всего сделают. Мы не думали этого. Мы думали, что вы стали демократичными, цивилизованными. Ваше КГБ спряталось под корягу. Не было слышно вашего КГБ, понимаешь? Вообще не было КГБшников. Вздохнули все свободы. По телевизору можно было говорить, что хочешь. Тебя не сажали за это. У нас свобода наступила. Мы начали формироваться. А вы взяли в 93-м году Ваша, что такое Российская Федерация? Изначально Российская Федерация в Конституции вашей было записано. Сейчас уже последняя редакция, вы ее 100 раз переписывали. Сейчас Запорожье, что вы тут не добавили, ДНР, ЛНР, там все остальное, эту чушь свою написали. У нас была в вашей Конституции написано, что это Российская Федерация, там ее многонациональный народ, объединенный там вечной историей, это совместной историей там и так далее, и так далее. И как бы для того, чтобы стать членом вашей федерации, да, нужно подписать федеративный договор. Кроме нас и Татарстана все подписали договор. Татарстан тоже держался, не подписывал, но потом он подписал. А мы не подписывали ни в президентских ваших выборах Ельцина, ни в какой политической жизни, ни в приватизации, как я уже сказал, ни в чем мы не участвовали. И вы это признавали. В 93-м году, когда вы принимали Конституцию в декабре, 11-12 декабря 93-го года, то есть уже через 2 года, 3 года с 90-го года, если считать, а если с избрания президента парламента и нашей, уже принятия нашей Конституции, 1,5 года прошло, вы незаконно вписали нашу Чеченскую Республику в свою Конституцию, не спросив ни чеченский народ. Ингушетия отделилась, она сказала, что она хочет быть с Россией, потому что ей обещали, что там пригородный район у Ингушетии, у Осетии, Северной Осетии отберут и вернут ей. И они как бы рассчитывали, что у них будет какая-то там возможность. Они сказали, что мы остаемся с Россией. Все, мы сказали, никаких вопросов. Дали и свою территорию, отдали еще часть, по-моему, не помню сейчас, Малгобекский район, не какой-то там район, Джахат. А уж попросил, и 2 района отдал, чтобы Ингушетия была маленькая, и территориально она не могла на республику претендовать. Ее могли присоединить к Осетии, там еще что-то. И тогда Джахар пошел навстречу. Никакой кровопролития, наша земля, мы вам не дадим, даже разговора не было. Ингушетия ушла. Мы сказали, хорошо, будем сами строить свое государство. В 93-м году, не спросив ни нас, ни свой народ, не подписав с нами никакого федеративного договора о вхождении нашей республики в вашу Российскую фашистскую федерацию, вы незаконно вписали нас в свою Конституцию. Просто как вы сейчас, ДНР, ЛНР, просто по праву сильного. Просто мы можем. В 93-м году вы вписали нашу
нашу республику, свою конституцию, как Чеченская республика, 20-й субъект Российской Федерации. А через месяц, в январе 1994 года, наш парламент изменил название нашей страны. С Чеченской республики Ичкерия мы добавили Чеченская республика Ичкерия получилась. Добавили Ичкерия слово. То есть на ваш юридически незаконный ход мы приняли легитимный, наш юридический парламент принял название, и мы изменили. Чтобы не быть похожей на вас, чтобы избежать конфликта с вами. Мы же не сумасшедшие, вы нас по-разному называете, но сумасшедшими вы нас никогда не называли. И вот мы с 94 года, января месяца, Чеченская республика Ичкерия стали. И ровно на годовщину принятия своей незаконной вот этой конституции, которую вы сами никогда не уважали, ничего она из себя не представляет, вы подготовились и совершили против нас 4-ю агрессию. До этого было 3 агрессии. Нападение Ингушетии и война между, якобы война между осетинами и ингушами, по факту это был геноцид ингушского народа русскими танками, русской армией, для того, чтобы втянуть туда Дудаева. Затем они после геноцида в Ингушетии рванули к нам и дошли у нас там, до Чхой-Мартановского района, ваши танки. Мы их там остановили. Вы поняли, что вас там встречают, отступили. Это была 3-я агрессия. Потом вы десант нам на самолетах туда засылали. Мы никого не убивали. Мы пытались с вами договориться. Мы ваших десантников посадили в автобусы и отправили обратно, которых мы арестовали, которые приземлились у нас в нашем аэропорту. То же самое было, когда после ингушского вот этого геноцида было, когда вы зашли. Мы опять же с вами не хотели воевать. Дудаев просил вас не воевать. Он говорил на любых условиях. Общая рублевая зона, что хотите, дайте нашему народу свободу. Мы же в демократии живем, мы же нет Советского Союза, у вас нет никаких прав на это, просто у вас право сильного. Вот, а это в международном праве оно не должно быть, ну, оно не работает у вас. Вы же так себя ведете и с украинцами, и со всеми другими. Мы делали все возможное, чтобы избежать войну. Никакого геноцида русских, никакого преследования русских. Жена первого президента, первая леди у нас была русская. Понимаешь? Специальные группы были, именно которые эти следственные, правоохранительные группы по защите русского населения, потому что ваша пропаганда днем и ночью говорила, что мы русских обижаем. Понимаешь? А у нас были ждуны, были, как сейчас в Украине, предатели были, русские, которые ждали вас, стучали, которые подкладывали маячки, чтобы ракеты прилетали. А мы защищали их всех, понимаете? И вот началась потом 4-я агрессия 11 декабря, да, 26 ноября была под видом, первая была, вы десант нам на самолетах прислали, потом вы нам после Ингушетии пытались нас оккупировать, зашли, пришлось отступить, потом произошла вот эта якобы оппозиция зашла, на танках сидели оболваненные просто, или за деньги бандюги, или оболваненные пропагандой, что Дудаев какой-то там супер-мега там тиран, он всех убивает, там ничего подобного, близко не было. Если бы он был бы тираном, он бы сейчас не гремел бы после своей смерти, через 30 лет, не гремел бы на весь мир. Если хоть малейшая просто зацепка была, что он был нечист на руку, там, коррупционер, преступник и так далее. Этот человек был кристально честный, чистый офицер и настоящий чеченец. Вы его убили. Вам вот такой 3 класса образования, там, дурак вам нужен. Вам генерал, интеллектуал с высшим образованием вам не подходит. Не ваш уровень, понимаете? Шариковым не нужен аристократ духа. Шариковым нужен себе подобный для общения. Потому что
на уровне, на фоне генерала, аристократа, интеллектуала Шариков выглядит песиком, кем он и является. Затем вы 26 ноября, вот сейчас в Украине там есть один пропагандист Евгений Киселев, с ним сидит, разговаривает тоже Евгений Савастьянов, главарь банды ФСБ, УФСБ по Москве и Московской области, он тогда был, в 1994 году. Он собрал Кантемировскую и Таманскую дивизию танкистов, посадил их в танки, сверху посадил бандитов, чеченцев, оболваненных чеченцев, там пропаганда. И сказали, сейчас зайдут они и победят. Это была третья ваша агрессия, в том числе военная агрессия. Все три военные были. И потом уже в 1994 году, когда мы разбили 26 ноября в пух и прах за один день, там больше сотни техники было уничтожено, много было взято в плен. И тогда ваш Павел Грачев, министр обороны, сказал, это не мои солдатики. Нет, нас там нет. Помните такую фразу «нас там нет»? В Украине это не в первый раз прозвучало. Вы еще нам это рассказывали, что вас там нет. И в 1994 году, в декабре, 11 декабря, я как сейчас помню этот день, вы совершили четвертую, первую широкомасштабную, четвертую военную агрессию. Вы с трех сторон ввели свои войска якобы на годовщину Конституции, 12 декабря у вас Конституция, и вы это обозвали восстановление конституционного строя, наведение конституционного порядка, это у вас называлось. У нас в Грозном тогда проживало 450 тысяч населения, добрая половина это были русские. Вы русских убивали, вы их бомбами закидывали, вы всех закидывали, и русских в том числе. Десятки тысяч вы убили русских, наших граждан. Понимаешь? Вот так началась война. Еще какие-нибудь вопросы будут? Я надеюсь, исчерпывающий я дал тебе ответ. Зайди солнце над Украиной. Амин, амин. Ассаламу алейкум. Ты принимал участие в сопротивлении? Если да, то на каком фронте? Ва алейкум ассалам, Шамиль Магомедов. И фронты это появилось уже потом это было. Вначале это, знаешь, было такое стихийное собрание. Да, я принимал участие, мне было 17 лет. Я на новогоднюю ночь сбежал с дома и поехал искать приключения. У меня не было ни оружия, ничего. Ни у кого не было на самом деле оружия. У нас гранатометный снаряд, это была просто роскошь. Джавелины там и все остальное, это даже не мечтали. Мы готовили бутылки с зажигательной смесью. Вот, немножко от столечка где-то ты насыпаешь. Ну, не буду рассказывать все это. Ну, всем известно, в принципе. Песок, солярку, бензин, тряпка. Переворачиваешь, бутылка мокнет, поджигаешь, кидаешь. Штуки 5 кинешь там, бутылка отлетает там. Мы же не умели ничего. Из шампанского бутылок, а ее разбить вообще нужно постараться, эту бутылку шампанского. Все под руками было, с топорами, с вилами. Вот так было. Танк горит, например. На танке, например, пулемет сверху. И там пацаны бегали 10, 14, 12 лет, шпана бегала. Мне 17 было. Это я тоже не особо большой был, но передо мной они пацанва были. За сколько минут можно открутить гаечные ключи были, можно открутить пулемет там что-то. Мучились. Погибало очень много людей. Ничего не знали, ничего не умели. Много очень погибло людей, молодежи, пацанов, которые... Это была народная война. И русские были с нами против вас, все были. Принимал ли я участие, сказать, что я там воевал, я не могу.
Я могу сказать, что я был свидетелем этих всех жарких событий. И на новогодние ночи, когда трупы лежали вот так на консервном заводе, российские солдаты просто усыпаны были трупами. И чтобы перепрыгнуть, ну, перейти, не наступая на труп, нужно было разбегаться, прыгать. И все равно на кого-то ты наступал. Сразу они окоченевали, это было холодно, ночь это была, сколько ту ночь, тысячи положили русских. Для нас это шок был, мы этого не ожидали. Это было шокирующе на самом деле состояние, я помню это. Потом группы собирались, гостиница «Кавказ», например. Мы выехали, наш родовой населенный пункт Катыр-Юрт. В Катыр-Юрте организовывались отряды. Я попал в один из отрядов, и мы направились в город Грозный, гостиницу «Кавказ». Она была за Катыр-Юртовскими. Мы сидели, вот, оборонялись в этой гостинице «Кавказ». 18 января она уже практически была полностью уничтожена. Она была такая, там стены были, ну, метровые, такие бетонные, мощные такие стены были. Советская такая мощная, добротная гостиница была. По-моему, 5- или 6-этажная была. Вот за это время, пока я там находился, от нее остался один этаж. Ну и подвал был. 18 января мы вышли, у нас был пакет у нашего командира. Я пацан был, мне что скажут, то я и делал, я вообще не думал. У него пакет был, и 18-го был приказ отойти за Сунджу. А до этого мы сидели. С правой стороны был Саумин, там сидели, напротив президентском дворце сидели, потом наши были. Красно вот этот гостиный дом был для гостей, который у Сунджи, там тоже наши были. А вот здание, которое, вот где сейчас стоит вот эта мечеть сердца Чечни, там находилась гостиница «Кавказ». Вот эта мечеть, которую сейчас все показывают. Там находилась гостиница «Кавказ». И дальше к Сунджи Саумин стоял. А напротив стоял президентский дворец Кавказу. И вдоль вот этого президентского и Кавказа был дом такой, барский, не барский, как он называл, там Татабаня ресторан был раньше. Вот это ресторан. Там русские сидели. И они очень нас обстреливали, очень сильно. Ну, у нас не было чем стрелять особо. У нас патрон, все нужно было экономить, стрелять только в цель. Ну, там вот такая вот тема была. Днем и ночью обстреливали. Вот от этой гостиницы остался один этаж, и все было разрушено. И потом приказ пришел отступить. Мы отступили в президентский дворец. Там я увидел Зелимхана Индарбиева, ну, все наше руководство. Дудаева не было. Все остальные были в президентском дворце. Они там находились, туда попало глубинное. Мы в Кавказе были, они в президентском. Я видел эту бомбу. Глубинная бомба туда попала, которая бетоны пробивает, и в подвал там она должна попасть. Она не взорвалась. Она не взорвалась. Короче говоря, видел, как она прилетает. Ну, все это время бомбили. Вот до 10 нельзя было посчитать, чтобы в твое здание, в Кавказ гостиницу, чтобы что-то не прилетело. Миномет или танк. Ну, я скажу, что я был потрясен храбростью чеченцев. Я, конечно, сам не думал, что я такой слишком несмелый. Но когда я увидел, как себя ведут чеченцы, другие парни, которые там были, 20-25 лет, я был шокирован. Я не знал, что так можно быть, таким отважным быть. И это так тебя воодушевляло, и ты думал, что ерунда это все, короче. Все это меркло перед их храбростью. Ты смотрел на это так тебя возбуждало, будоражило, да, что хотелось вперед бросаться. Мы просили, молили Господа, чтобы нам штурм сделали. Клянусь вам.
Мы молили Бога, чтобы нам штурм сделал, потому что не штурмовали, обстреливали, а когда штурмуют, там патроны, там разгрузки, да, обувь доставалась кому там, как-то, по-разному. Еды не было, ничего не было, ни питания не было, вообще ничего. Снег, ну снег шел, но днем было темно, как ночью. Горели все заводы, нефтяные вот эти хранилища горели, и была копоть такая. Мы черные были, все грязные. И снег, ты вот так берешь этот снег, когда он идет, ты еще можешь сверху чуть-чуть собрать. Если он буквально 10 минут пролежит, он уже чернеет. Но он и так черный, когда падает. Ну хотя бы хоть было видно, что это снег. А потом уже и не видно, что это снег. А у нас не так много упадает снега, поэтому жажда была очень сильная. Пить нечего было. Еды не было еще. У нас был мешок сахара. Мы сахар ели, куски эти сахарные. Нам выдавали по куску сахара, и мы ели сахар. Вот, было что интересно. Было. Много что было. Много что было. Было. Так, что по СВО скажешь? Я не могу сказать, это СВО, Алексей. Вы же знаете, что это не СВО. Вы самые подлые и вероломные люди на земле. Вы называли их братьями украинцев. Вы нас называли своими братьями, согражданами, там, туда-сюда. У нас же русских было. 80% Грозном жило рус. С нами русские были. На войне с нами были наши русские. Погибали, сражались, очень смело сражались. Просто эта империя расширялась. Советский Союз, когда понял, что он не может конкурировать с западной экономикой, ваше КГБ, которое уничтожало нас за то, что у нас есть 2 коровы, отправляло в Сибирь, в ссылку, раскулачивало и так далее. Всех, не только чеченцев. Вас, русских, убили в процентном отношении нас больше, но вас, русских, миллионы они убили. И ваше КГБ, которое заставляло любить этот коммунизм, она сдала эту идею коммунизма и сдала этот Советский Союз, потому что российская, советская армия была до того сильна и мощна, что Америка ее боялась, Запад ее боялся. И КГБ, которым нужно было 75 лет, 3 поколения наши отцы и деды работали, всех, мы же все, вы же в одной стране жили, мы все работали бесплатно, не имея ничего собственности, все на государство. И 85% уходило на ВПК, военно-промышленный комплекс. И армия была, советская армия, самая мощная. И КГБ боялась эту армию. И она придумали очень гениальный ход. 3 поколения мы как рабы, не имея собственности, работали на эту страну, на эту армию. И эта армия представляла для Запада угрозу. И ваша КГБ сдала и эту армию, и эту страну, и захватила все, что мы 3 поколения, 75 лет мы работали, забрала себе все эти активы, придумав приватизацию, которая в народе была прозвана прихватизацией. И с колхозной экономики, которая была абсолютно неконкурентоспособная в мире, перешли на рыночную экономику. И вас приняли на Западе, ваше КГБ, ваш Путин, все, Ельцин, КГБшники все были. Ельцин был Свердловский руководитель, Свердловской администрации, председатель Свердловской партии, да, как у них там называлось. Туда КГБшники только прорывались. И в Афганистане советская армия увязла, ее втянули в эту войну, американцы помогали афганцам, Запад помогал афганцам, ее довели до ручки армию, а КГБ сдала Советский Союз. И КГБшники просто пришли к власти, всех отстранили, всех убрали и захватили все имущество Советского Союза в себе. Посмотрите, поделили, поставили управляющих, держателей общаков. Общаков. Да, там среди них есть евреи, есть русские, но евреи удобны тем, что есть еврейские банки,
через Израиль действовать. Очень удобно, да, через еврейский действовать. А это все принадлежит КГБшникам, понимаете? И вся собственность была поделена, советская армия отодвинута. И тогда вы разошли, так, был такой лозунг у КГБшников: разойтись, чтобы сойтись. Разошлись все, вы обратите внимание, во всех союзных республиках советских, кроме 3 республик балтийских, Литвы, Латвии, Эстонии, все остались КГБшники. В Грузии пришел Гамсахурдия, ну, Шеварднадзе сперва, потом Гамсахурдия, на народной волне пришел Гамсахурдия, не КГБшник. У нас пришел Джохар Дудаев, где еще? Ну, все. В Азербайджане КГБшник, в Грузии Шеварднадзе был, в Казахстане Назарбаев был, Лукашенко, там, до Лукашенко, все КГБ, все оставили, все поделили просто. Это был большой супер-мега-обман, который сделала КГБ. И они сказали: мы очень демократы. Мы будем, да, И они Западу говорили: мы демократы, права человека, свобода слова. Все вам предоставим. Накрутили криминогенную обстановку везде, выпустили из тюрем бандюгов, там своих вот этих, у них хоть много агентуры было. Полковники и подполковники КГБ были швейцарами в гостинице. Типа уволились КГБ и теперь работаем вот в гостиницах, в ресторанах швейцарами, подрабатываем мы тут. И на виду вроде бы, и все, КГБ развалилось. Не развалилось. Под корягу заползло. Вот собралось КГБ, своими бандюгами они, под чужим флагом, как они сейчас террористов, исламистов используют, тогда бандюгов использовали. КГБ всегда так действует, своими руками они ничего не делают. Они захватили все имущество, поделили между собой, дали Западу, англичанам дали, американцам дали, там много кому помогли, дали. И все, их приняли с распростертыми объятиями. И вот получилось то, что мы вот видим. Получилось то, что нужно было создавать заново империю, и нужна была война. Вы без войны не можете. Понимаете? Вы не можете. Ваша империя не может существовать. Естественное состояние России – это война. Вот сейчас СВО, ты говоришь, вот в этой войне вы в естественном своем состоянии. И вы будете говорить: брат, чтобы пока мы все не встали. Если бы тогда, когда нас убивали, стали бы татары, украинцы, грузины, азербайджанцы, казахи, сказали: вы что это убиваете их? Это что, демократия? Это свобода слова, что ли? Это право народов на самоопределение в соответствии с международным правом? Тогда бы КГБ быстро бы опять под корягу заползло бы. Не было люстрации проведено, не раскрыты секретные архивы КГБ, не раскрыты все имена вот этих всех стукачей, которых миллионная армия до сих пор есть, сейчас она удвоилась. А нужно было всех успокаивать. Да, вы там находитесь, КГБшника оставили. И они самые слабые, это чеченцы, маленькие, там оружия нет, там туда-сюда. Надо на них напасть. Напали на нас. Затянулись, задержались, так сказать. Как говорил Джохар Дудаев, аппетиты поубавились, но не приостановились. Вообще был план захватить Европу. Шлепнуть сперва, взять в помощники Европу, потому что мы же демократы, мы же вам нефть даем, газ даем, контракты даем, вы нам помогаете, там, вот мы тут помогаете, а мы потом вам поможем. А потом шлепнуть Европу. План такой был. До Босфора дойти там хотели, планы имели. Ну, как сказал Джохар Дудаев, идет муравей, а навстречу ему идет сверчок. Нет. Идет муравей навстречу муравью говорит: ты что, говорит, Мурик, что с тобой? Тот хромает муравей. Да, говорит, хотел сверчка отведать, да на окурок нарвался. Вот такое получилось. И в Афганистане, и потом в Ичкерии немножко затянулось. Но очень долго. 25 лет мы дали этому миру.
25 лет мы дали этому миру. И украинцам дали, и азербайджанцам дали, всему миру дали, и Европе дали. Пока нас уничтожали, Запад делал свое дело, Россия ослабла, Западу было выгодно нас поддерживать. Запад решил, что пока Россия воюет с нами, можно Югославию поделить, Чехословакию прибрать, Польшу прибрать. Это же все страны Варшавского договора были. Все потихонечку ушли под Евросоюз, под Европу. Югославия была разделена, Россия не вмешивалась. На Кубе оставили базы. С многих мест ушли, с Латинской Америки ушли. Ну, грубо говоря, русским было не до миру, как говорится, быть бы живу. И в итоге, когда у нас сопротивление закончилось, ну, Запад фактически нас использовал и оставил один на один с людоедом в одной клетке. А мы рассчитывали, что Запад поможет. Рассчитывали, искренне верили, и Дудаев верил, и чеченский народ верил. Ни Запад, ни советские республики, та же Украина, которая сейчас истекает кровью, ни Азербайджан, которому сейчас еще предстоит истекать кровью, по всей видимости, не дай Аллах, но скорее всего готовится и там сценарий. Ни все другие, ни Грузии, никто не помогли. Никто. Первыми, кто пришли, были украинцы, это правда. Их было несколько десятков человек. Это была очень такая моральная поддержка, но на них русские дали приказ главную охоту объявить. И потом нам приходилось, они очень смело воевали, некоторые погибли, но приходилось их беречь, чтобы на них охоту целую устроили. Что эта цель была, потому что нужно было их убить. И потом Джохар сказал, давайте вывозите их, все, короче, потому что это уже не дело. Потому что мы не могли дать их убить, а охранять их все время, перевозить там. Слишком много усилий приходилось тратить, потому что слишком большие силы русские бросили против них. Ну и вот они потом уехали. Некоторые погибли, некоторые остались, но в основном уехали. Вот такая вот была вещь. Так, еще какие вопросы будут? Алейкум ассалам. Откройте общение, пожалуйста, пускай общаются. Да пожалуйста, чего я не вижу, что кто-то хочет зайти, пусть заходят, я подниму. Только я строгий модератор, соблюдать нужно будет правила. Не перебивать, не материться, давать друг другу слово. Ну, пожалуйста, заходите, давайте обсудим. Что тут читать? Вот я читаю, что здесь. Как раз на Налеске есть реприз. Нет, это что-то по-французски пишет. Это любитель русни. Алейк салам, Зора. Машвой, Шавига. В итоге Дудаева предали, а кое-какую семью купили. Дудаева не предали. Дудаева, ну, что значит предали? Костяк, который был вокруг Джохара, его не предал. Вот, например, я каждую неделю 2 раза провожу стримы с Аядом и Диговым. Этот человек с ним первого дня у истоков нашего государства стоял. Он не предал. Многие вокруг окружения Дудаева погибли. Ну, практически все. Там, по-моему, никто не предал, вообще не было предателей. Ну, а то, что вокруг ошивались, вокруг власти, там, изображали себя патриотов, да, это были изначально агентура была. Да, кто-то предателем стал, кто-то изначально агентура была. А вот непосредственно костяк, который был вокруг Джохара, никто не предал. Никто. Ну, может, там 1-2 человека, я просто могу ошибиться, не буду сейчас 100%, 99% из них не предали.
И Джохар Дудаев не предал, и его жена не предала, она тоже ходит в наш президиум правительства, единственный легитимный орган власти, который сохранился. Он в усеченном виде, но все, власти функционирует, Ичкерия выжила. Что бы ни сделала Россия, она сделала все возможное и еще чуть-чуть больше, чтобы не осталось у нас этой власти. Но мы сохранились на нашей конституции, демократической, правовой, нам исламские вот эти темы забрасывали, пропаганда была, там много чего произошло за наши события. А так, нет, не было. Не предали. А то, что ты говоришь какую-то семью, вот ты, наверное, Кадыровых имеешь в виду. Кадыров не был ни рядом с Дудаевым. Кадыров Ахмат имеется в виду. Рамзан мой ровесник, он там, по-моему, на год всего или два старше меня. Он пацан был, никакую власть он не занимал. И Ахмат Кадыров потом, после войны, после первой русско-чеченской войны, он стал муфтием, тоже своими манипуляциями, обманом. Тогда уже Дудаев погиб, его уже убили. Масхадов уже стал президентом, и вот так его звезда зажглась, Ахмада Кадырова. Ну, вот такая вот была история. Такая вот история. Это изначально были КГБшниками. Ахмад Кадыров учился в советском, единственном советском медресе, где в Ташкенте, в Душанбе находился. Это КГБшная кузница мусульманских кадров была. Он там учился. Всем было известно, что это КГБшник. Никому это не секрет был. Ну, как бы была надежда, что как бы чеченцы, которые раньше и Дудаев советский генерал был, правда, это не стукач КГБ, это две большие разницы, быть генералом советской армии, офицером советской армии, быть стукачом. Это просто два вообще разных моральных типа людей. Но была надежда, что некоторые даже агенты КГБ, которые были агентами КГБ, они признавали, что они были агентами КГБ и что хотят служить своему народу, свободно, независимо, сражались и погибали в этой войне против России. Такие случаи тоже были. Поэтому всех обвинять мы не можем, и мы не могли, надеялись, что если человек говорит, вот сейчас как в Украине мы видим, там агент на агенте сидит у них, и они в грудь бьют, что они патриоты, кулаком в грудь себя бьют, что они патриоты. Ну а что скажешь? Мы видели это, я на это смотрю, мне смешно. А украинцы верят. Они смотрят, ну да, надежда есть. Потому что он так красиво говорит, так красиво в грудь себя бьет. Ничего не поверить. А потом это очень больно аукнется, к сожалению. Нам это очень больно аукнулось. И касательно вот этой семьи, они предали всех. Вот они, да, они изначально работали на Россию, они были внедрены. Так, ответь на вопрос. В итоге так, ассаламу алейкум, ассалам. Ингуши и чеченцы братья? Ну, конечно, братья, а кто они? Ты поддерживаешь Америку, которая применяет ядерное оружие? Ну, ты мне так сказал, Америку, которая применяет. Я применение ядерного оружия не поддерживаю, а Америку поддерживаю. Я то, что Америка она нам изначально не помогала, Америка. Вы там сказки рассказывали, Америка там, да, она нас использовала в свою пользу, свои стратегические интересы она преследовала. А мы боролись за свою свободу. Они помогали. Да, наши ошибки тоже есть. Это было бы неправильно, если бы я сказал бы, что американцы там нам чем-то должны, нам помогать должны, а потом они нам предали. Нет, американцы делали свое дело, мы делали свое дело. Американцы потом посчитали, что им невыгодно нас поддерживать. А поддержка в чем была? Словесно, моральная поддержка была. По радио говорили, радио «Свобода», «Голос Америки». Нам нравилось, что хотя бы так нас поддерживают, что во всем мире знают, что чеченцы борются за свою свободу. Простые люди, американцы, я большому уважению отношусь к американской нации, они за нас болели, нас поддерживали, помогали нам.
а там как чем кто мог там, допустим. То же самое турецкий народ, хотя турецкое государство нам не помогало как государство, они очень себя некоторые вели себя пророссийски. Ну, то же самое, ну, это чужие, как бы, да, они не говорили даже на языке, они нас не понимали даже. Советские, кто понимал русский язык, они нас не поддерживали. Знали, что за ними придут, как пришли за Украиной, потом приходят сейчас за Азербайджаном, за Грузией, и все равно не помогали. Каждый думал, моя хата с краю, ничего не знаю. А так империя действует, она потихонечку, сперва со слабого, потом дальше, дальше, дальше. Но если она вцепится, она не отпускает. Потому что если отпустить, это позор для империи. Поэтому вот она за Украину держится. И вот посмотрим, кто выстоит. Украинский характер выстоит или русский характер выстоит в этом. Помощь Украины есть, силы есть, бороться могут. Посмотрим, посмотрим. А так я хочу, чтобы Соединенные Штаты Америки обратили внимание, не называли нас экстремистами, террористами, исламистами, которые Россия просто заклеймила наш народ. Я хочу, чтобы мой народ, моя страна извлекла пользу из мощных технологий американских, их достижений в области прав человека, достижения в области всего остального, которое есть там, образования, социальных сфер, ну и всего остального. И Америка может помочь, но мы не входим в интересы, в стратегические интересы Соединенных Штатов, Чеченская республика не входит. Неинтересно, понимаете? Неинтересно. Америка платит тебе. Нет, Иван Иванов, мне не платит Америка, мне никто не платит. Я служу его величеству, господину чеченскому народу, а у него нет денег мне платить. Предатели меня ненавидят больше, чем русские меня ненавидят. Нормальные чеченцы, которые разделяют мои взгляды, им нечего платить. Нету. Сам работаю, сам зарабатываю. И много денег не надо, как ты видишь, что сейчас достаточно телефон включить, уходить в связь и так далее. Америка, как сейчас, Украина подтримая. Но Украину, конечно, сейчас очень сильно поддерживают. Это просто небо и земля. Ну, просто невозможно. Нас вообще не поддерживали. Нас не признавали как государство, понимаете? Россия входит постоянным членом Совета Безопасности ООН, как мы знаем. Их 5 туда входит. Одна из них СССР, да, правопреемница ее Россия. Если одна из стран с правом вето, 5 постоянных членов Совета Безопасности, накладывает вето, то новых членов быть ООН не может. Соответственно, Россия всегда наложит вето на то, чтобы Чеченская республика не стала. Ну, вот такая вот таков этот мир. Коварный, жестокий, лицемерный. Они это называют реал-политикой. Да, к сожалению, это так. К сожалению, так. Но это не значит, что мы должны, этот весь мир пускай раком станет, мы не будем отказываться от своего права. Мы появились на свет не для того, чтобы быть рабами или отказываться от справедливости. Пусть так будет. Но вот из этого сердца, из этой головы убрать это невозможно. Ни у меня, ни у моих детей, ни у моих внуков, ни у кого это не уберется. Мы будем продолжать свою борьбу. Мирным путем мы сейчас будем бороться. У нас есть все основания, в правовом смысле, если брать эту сторону. Будем добиваться того, что нам нужно. Исключительно мирным путем сейчас будем добиваться. Доброй ночи, мы с Украины. Витаю вас, Украина. Витаю. Вот вы мне говорите, подними, подними. Ну, где вот поднять? Где вас нет никого? Заходите. Кто хочет возразить, где там? Я говорю, чеченцы рулят. Где вы тут?
покажите, что мы не рулим, может, да? Заходите, друзья. Я шучу так-то, я очень добрый человек. Заходите, пообщаемся. Вы свои аргументы приведете, мы свои. Пообщаемся. Так. Попьем-ка мы водички. Аж моля. Привет. Ну реально чат закрыт. Что значит чат закрыт? Я не знаю, что значит чат закрыт. Кто хочет просто, нужно же, я не знаю, как это чат закрыт. Я ничего не закрывал. Не возьму отключить всех. Нет. Ничего у меня не закрыто. Я ничего не делал. Ну давайте, Татьяна, давайте я вам сейчас запрос дам, давай проверим, можно вам войти или нет. Как это делается? Сейчас я тут разберусь. Пометить. Нет, это не так делается. Может, у меня какая-то там блокировка, они мне там жалобы ж постоянно на меня они засылают. Постоянно какую-то. Вот, смотрите, где здесь? Что-то я не понял. Включить, выключить микрофон, представить настройка. Так. Сундук и обои, руководство. Да, переключить камеру. Да, у меня все работает, наверное, не знаю. Объясните, как, если можно как-то включить этот чат. Кто знает, объясните, я включу. Вроде я ничего не отключал, я раньше мне заходили, мы общались. Я, по-моему, пару недель назад проводил стрим. Так. Что еще вам? Давайте, друзья, чего вы тут молчите? Чеченцы рулят, говорю. Все работает и видимость, и слышимость. Нет, это работает, Тобис. Она имеет в виду, тут нужно кого-то пригласить. Вот давайте я сейчас возьму, попробую. Я сейчас приглашу, уберется главный этот канал. Кто из вас хочет? Давайте, скажите, кто хочет. Зрители, сколько вас здесь? Братва гуляет, да. Чего вы не спите, я не могу понять. Ну, давайте я приглашу себя с другого аккаунта. Все работает. Вот, смотрите. Отклонить приглашение. Отклонил. Ну, никто не хочет заходить. Заходите, заходите. Пообщаемся. Соедини. Давай соединю. Где ты там у нас, Шамиль? Давай. Ушло приглашение. Так. Да, Шамиль, давай, слышно тебя. Алейкум ассалам. Кто в эфире? Да, я надеюсь, тебя слышат, потому что я через наушники. Наверное, слышите, напишите, вы его слышите. Наверное, слышат. Ну да. Так, слушаем тебя, Шамиль. Ты где? В Европе? Да, я в Австрии, в Вене. Тогда можно общаться. Отлично.
Да, лет 15 уже. Безопасно общаться. Откуда ты, Шамиль? Я с Хасавюрта. Ага. Ты чеченец или Нет, дагестанец? нет, нет, я даргинец, я из Дагестана. Даргинец. Ага, окей. Да, я вырос в Хасавюрте, и все это я видел, все это Так. было рядом со мной. Мгм. Да. Слушаем тебя. Вот. Не всегда согласен с тобой, Аслан. Почему? В чем не согласен? Ну, в некоторых вопросах, да, когда вы между собой, когда у вас это начинается. Например, ты имеешь в виду не сегодняшний мой диалог, Не сегодня, не сегодня, Аслан, я в общем говорю, в общем. а ты смотришь, да, мои стримы? Да, часто, часто, конечно. Мгм. Кого еще смотреть? Спасибо, спасибо. Не российские же каналы смотреть. Мгм. Да, Смотрю, да, это Аслан, точно. смотрю, иногда смотрю, конечно, это... Ну, с Знаешь, чем не я смотрю... согласен, например? Принципиально, что у тебя самое, что Нет, ты не согласен? у меня вообще принципиального такого нет. У меня в общем, Ну, в общем, есть конечно, мы с тобой свободные люди. Да, вот. И свобода, она не такая дешевая, чтобы ее так... Совершенно верно. Конечно. Это Я как бы, да. уважаю твое мнение, как говорится. Ты имеешь на него право, я уважаю, даже если ты не согласен, это твое мнение. Нет, Это хорошо, конечно, что оно у конечно, тебя конечно. есть. А Это не сколько тебе только, лет, Шамиль, если не секрет? это не только у меня с тобой или с кем-то, это наша проблема на сегодняшний день. Это не проблема на самом деле. Главное уважение проявлять. Мы, кавказцы, умеем проявлять уважение. Не А умеем, так, брат. В этом наша проблема, что не это умеем. в интернете мы не имеем, Шамиль. А когда мы Да. встречаемся, разговариваем, мы очень даже уважительно. А тут здесь, знаешь, очень удобно спрятаться за клавиатурой, за монитором и материть там, оскорблять там Да. и так далее. А так очень даже умеем. Я и общался, и дружил, и жил, и работал с разными людьми, с разной национальностью. Все умеем, очень хорошо договариваемся. Куда деваться-то? Мы кавказская нация, единая кавказская нация. У нас есть одна проблема, у многих очень короткая память. Да, это есть. Очень. Это есть. Вчера я слушал эфир этого, он тоже здесь со всей Европы, по-моему, даже с Вены и Ломаев, по-моему. Ну, в А, общем, он часто дискутирует вот с этими, которые на этой позиции на сегодняшний день. И я вот слушаю этих людей, и мгм. вот то, что я сам видел, да, все вот эта трагедия. Я не скажу, что это вашего народа, это всего нашего кавказского народа, это трагедия. И как будто бы это было, как будто бы этого не было, они так. Ну, Шамиль, можно я скажу? Да, Закончил? да, да, да. Шамиль, вот Ламаев Муса – это человек, который флюгер. Он ровно из себя ничего не представляет. Абсолютно. Это просто, можно сказать, пустое место. Дело в том, что когда сюда заслали агента ФСБ Тумсу Абдурахманова, вот этот Муса Ламаев мне звонил и говорил, что мы должны отказаться от демократии, от нашей конституции, только шариат Аллаха, мы должны строить исламское государство. Я говорил, что ты несешь вообще, ты в своем уме? Я тогда думал, Закаев является нормальным человеком, и он борец там за свободу, демократию и так далее. На самом деле Закаев тоже симулятор. Закаев давно предал Ичкерию. Он, наверное, изначально был заслан тоже, как и этот Муса Ламаев. Ну, Муса это, Ламаев находился в плену. Его раскрутили, его правозащитники привезли, там его сильно пытали и так далее. Привезли сюда, и он, видимо, на крючке находится, видимо, потом купили его, еще по какой-то причине. Он поддерживал агента ФСБ Тумсу Абдурахманова. И мне он звонил лично и доказывал мне, что мы должны все поддержать шариатскую, исламскую Чечню там туда. Я говорю, что за чушь вообще ты говоришь? Теперь этот не, же человек, вот этот же человек. с этой позиции, Да, я закончу, мы же пожалуйста. мусульмане, С все. этой позиции, смотри, он с этой позиции строил исламское государство. Потом против Закаева он был. Я тогда думал, Закаев нормальный человек и поддерживал, пока они меня не стали вербовать на российскую разведку.
Я после этого оставил Закаева. И потом я понял, что просто я не разбирался в этой системе, и вот потом разобрался. Теперь он поддерживает Закаева. И Закаев тоже известно. Это все одна шайка-лейка. Это люди работают против чеченского народа, против свободы они работают. Они работают на Кремль. На Кремль. Муса Аламаев, Тумсу Абдурахманов, Ахмед Закаев. И что бы они ни говорили, они могут говорить строить исламское государство, они могут говорить коммунистический строй, они будут строить, они будут говорить демократический, не имеет никакого значения. Потому что все, что от них исходит, это не настоящее, это симулятор, это обман, это фейк. Они работают на Лубянку, на Кремль. Понимаешь? Все остальное это чушь просто собачья. И все. Поэтому ссылаться на человека, который работает на Россию и притворяется, Я что он ни на кого работает. не ссылаюсь, Аслан, я ни на кого не Нет, ты ссылаюсь. сказал, что вот я его слушал. Я мне там... слушаю, конечно, я слушаю, я всех слушаю, но я со Да. всех сторон слушаю, для себя делаю какие-то эти Ну, с выводы, таким же смотрю, как... успехом можно и Соловьева слушать. И Соловьев хотя бы честный. И Соловьева тоже слушаю. Соловьев хотя бы честный, я Врагов тебе надо скажу. знать в лицо. Они очень Я грамотно тоже ведут. слушаю. У них нужно учиться. У них можно поучиться, как они как они делают. Наша проблема, мы все время спорим, думаем то, что было вчера, а они думают, спорят, что будет 20-30 лет впереди. Поэтому мы в Ну, проигрыше. не, по-разному. Мы тоже думаем, что будет вперед, а что будет завтра. Мы думаем, анализируем. У нас есть люди, которые пытаются, ну, А мы на работать. мое мнение, Аслан, мы на сегодняшний день как рыба, щука и там кто еще был, рак, да? Да, да. Каждый на свою сторону тянет эту телегу. Нашу. Не знаю, но мое мнение, я как мусульманин, алхамдулилля, я в любом случае вижу наше будущее, или как бы там было, это только халифат. Нет, Ты знаешь, Аслан, послушай меня, да, пожалуйста. Как мы да, к этому конечно. придем? Я не знаю, я считаю, каждый мусульманин должен мечтать о халифате, если он считает себя мусульманином. Это метод. От этого Нет, меня это манипуляция, Шамиль. Это не, манипуляция. ты не понимаешь меня. Если он мусульманин, кто тебе сказал, что Мухаммад, мир ему и благословение, говорил, что нужно быть за халифат, чтобы быть мусульманином? Он сказал только вера в единого Аллаха и Это произнесение логично, шахады, это это логично. мусульманство. Брат, Не, ты логику, логично. это не логично, это подмена понятий, понимаешь? Пророк, когда жил Мухаммад, пророк, не было никакого халифата. Понимаешь, не было. Было три праведных халифа. Правильно? Известно нам 3 праведных халифа после Изначально, Мухаммада. конечно, не было. Мир ему и благословение. А почему, знаешь, их называют праведными? А? Потому что после них были неправедные. Понимаешь? Да, и все, было. нету больше никакого халифата. Это обман. Это фейк, как коммунизм, который говорили. Что такое коммунизм? Это такой же халифат был, этот коммунизм. Они говорили, что мы... Что говорил Карл Маркс? Ты знаешь историю коммунизма? Что это такое? Капитал Карла Маркса, в чем его суть? Коммунизм говорит, что денег не должно быть на земле. Тюрем не должно быть на земле. В магазин ты заходишь, ты берешь еду бесплатно. Просто от каждого, такой у них лозунг был, от каждого по способности, каждому по потребности. Люди не настолько самосознательные, чтобы к такому прийти. Это невозможно. Ты же про халифат то же самое говоришь, понимаешь? Нет, это халифат, это утопия. Халифат это империя, построенная очень кровавым способом. И последняя империя, Османская империя, никакого там халифата не было. Когда мы, кавказцы, воевали, и тогда существовала Османская империя. Но это была уже фитна потом. Дай закончу. Тогда существовала Османская империя. Халифат это называлось. Так вот, этот халифат, против них арабы были, потому что они считали себя богоизбранными, потому что Мухаммад, мир ему, был арабом. И что у тюрков сейчас эта власть находится, их это не устраивало. И они с англичанами вместе, арабы, уничтожили Османскую империю. То есть английская империя при помощи арабов уничтожила тюркскую империю. Никакого халифата не существовало, его невозможно построить.
праведные халифы, были 3 праведных халифа. Это было в 7 веке, 1400 лет назад. То, что ты сейчас рассказываешь, это пропаганда, которая после того, как Советский Союз развалился, коммунисты, которые везде свою агентуру коммунистическую, которые хотели во всем мире построить коммунизм и разжечь пожар мировой революции, они просто перекрасились из красных в зеленые и начали нам рассказывать про халифат. Это обман, это утопия, этого не существует, это зло, которое приносит... Нет, я с тобой не согласен. В этом вопросе я с тобой Как не кардинально не согласен? согласен, брат. Как не согласен? Ну ладно, давай не будем сейчас переходить на это. У меня просто очень четкая позиция. Я знаю, я тебе Вот. могу аргументировать это с фактами, с доказательствами, из истории. А ты просто живешь вот этой коммунистической идеей, которая, что все будет хорошо. У Да, меня будет. нет, я Только не на этой мечтаю, земле. это моя Шамиль, мечта. да, когда мы умрем, все будет. Будем в облаках летать, там, у нас будут там перепела, там медовые реки будут, все будет. Но не в этой жизни, на том свете. А это мы здесь должны быть на земле и жить в своем демократическом государстве. Так, к нам зашли гости Александр и Тетяна. Давайте дадим им слово. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Нет, мой призыв был, на самом деле, мой призыв был то, что тема поднялась насчет российских, там, которые против Украины, против, естественно, против всего мира. Да, вот И- это интересная тема. Это реальная Да, тема. да, Это да. И актуальная. нет, мой призыв был только к тому, что пусть они к вам на связь выйдут. И вот интересно послушать же их на самом деле. Ну, я Вот жду я их. всегда, да, я любитель слушать. Отлично. Изначально Вот послушать, да, нацист к нам послушать. заходит. Давайте, может, он у нас имперец. Александр с украинским Давайте. флагом точно наш. Здрасте. Да, здравствуйте, нарцисс. Вы откуда? Слушаю. А вы откуда? Мы из Херсонской Германии. С Сумской? Херсонской. А, Херсонская. Так, слава Украине. Мирное слово. А, все, это наши. А нету этих Это про меня. имперцев нету, что Все ли? наши. Да, да. Конечно. Они меня боятся, они ко мне не заходят. У них нет А почему? аргументов. Аргументов нет. Мы можем... Хвилюється. Да. Так, пан Василь, слушаю тебя. Говори что-нибудь с Киева. А вы с Ичкерии, да? Ну, я сейчас в Германии, да, я гражданин тоже. Ичкерии. Ты тоже в Германии? Да? Да, я уже Ты молодой, 3 мне года. кажется, да? Я уже как 3 года тут. Сколько тебе лет? Тебе спать не надо? 19 будет в октябре. А, нет, ты уже большой, извиняюсь. Да, тебе можно не спать, ладно. Руслан, уважаемый. Я да. хотел просто сказать, что это же в Казахстане был блогер плохой и собирал деньги. В России сдох тот урод, я вам... Ну, Кто белые это? блоха. В YouTube он, урод, собирал Да. деньги сепаратила. И собирал Донецку этим сепаратистам на Украине Мгм. деньги. То он сдох в России в 2018. Ну, пан Василь знает, Куа знає про друзі наши. То я просто хотел сказать, прийти до вас и сказать, что он господа сдохли. Я просто не знал, не знаю, о ком ты говоришь. Ну, все Я мы вам смертные. скидывал, да. Все мы Ну, смертные. я вас на прямой эфир приглашал вас. Но у меня был этот Степан Бандера канал был. Я ее перевел на Александра, на мой. Мгм. Мы общаемся. Я помню, ссылки ты мне скидывал. Я просто не Да. мог тогда войти. Да-да. Ну, дякую, я вийду. Рахмету. Все хорошо, спасибо, До спасибо, побачення. Александр. Удачи. До побачення. До побачення. Да. У меня есть интересная история.
Давайте, слушаем вас. Я когда сидела в оккупации, Кто сидела или сидел? сидела, Извиняюсь. ну, когда сидела, Извиняюсь. Вот если поэтому я у тебя сидела в такой голос. оккупации, Ага. получается, одна часть моего города была освобождена, а другая нет. И получается, что меня забрали, приехали солдаты, отвезли меня в муниципальную полицию. Это как Российские? гражданская? Да, гражданскую Россию. Ага. Тьфу, гражданская полиция. Мгм. Оформили меня там, как наводчика, что я была наводчиком. А когда я Во. спросила, причина какая, они сказали, потому что у тебя парень служит в ЗСУ, вояка. Ага. Но я Это ж в не каком спросила. году было, извиняюсь? Это 2023. 23, 2 года назад. Ага. Ну, мы на начале 17 войны лет. не Ты выехали. несовершеннолетняя ты, наверное, да, тогда была? Мне было тогда 16 лет. Ага. Мгм. Несовершеннолетняя. Мы просто на начале войны не выехали, мы сидели до конца, мы думали, что война скоро кончится. Они меня забрали, потом отвезли в другой город, они меня уже отвезли в суд, и меня уже привезли ФСБшники. Они, короче, начали мне там сигареты предлагать, вся фигня. А потом они меня уже завели в камеру и сказали, будешь типа сидеть, пока не будет нормальное обстоятельства. Они сказали, мы заберем тебя завтра. Я сижу в камере, там вода, хлеб, как обычно, еда. Когда холодно, там одеяло приносят. И что-то они мне пообещали на другой день забрать. Потому что сначала будет допрос, а потом типа отпустят. Они меня, короче, забыли про меня, не привезли, не отпустили меня. Я говорю, а почему? Они говорили, потому что обстрел был, мы тебя типа не выпускали. Потом они пришли на допрос. Я пришла на допрос, пришло два ФСБшника. Один русский, а другой был из Ичкерии. Когда я спросила, вы откуда? А что-то он мне начал рассказывать. Мы же пришли вас спасать, ну как обычно. Потом сказал, а ты знаешь, почему нас называют орками? Я говорю, а почему? Он мне начал сказки рассказывать, как маленькой девочке, потому что были орки, короче, эльфы, и была хорошая фея. И, короче, как их зовут? Боже. Эти эльфы делали хорошие дела, и фея, короче, на них рассердилась, сделала их этими орками. Такие мне там истории рассказывали они. Что братский народ, как обычно. Да. Да, к сожалению, война это очень ужасно. Очень. Потом начали выезжать, мы выехали, получается, Украина была закрыта, мы выехали через Крым. Потом, то вообще, когда в Крым заехали, там такая жопа была. Там... Да вони тебе не тронули хоч? Да не. Слава Богу. А я ж была наводчиком, потому что раньше в Телеграме была такая функция, когда война началась, в Телеграме еще была такая функция «Люди поблизости». Типа выстраиваешь свое местоположение в Телеграме, и поблизости тебя находят людей. Я ж выстроила, я думала, блин, а может найду кого-то, какой-то будет прилет. Короче, я сделала, нашла их, солдатов. Ну, тебя по телеграмму вычислили, получается, да? Да, Это пообщалась. КГБшная программа, это давно Я с ними известно. пообщалась. И потом туда, короче, был прилет. Что-то мне они уже не писали. Я поняла, походу их там прикинула хорошо. Ну, такие тоже предлагали там кое-чем заняться. За тушенку, за гречку. Спрашивали, где тут клуб, где тут шоу. Спрашивали, а кто у вас тут кого-то там оружие, кто там бывший охотник. Кто у вас там... У меня сестра просто была, она в полиции служила. Когда война началась, она, короче, к русским пошла сразу. На русских работать. Много перешло на сторону вот этих Что? оккупантов? На сторону оккупантов много перешло? Да. Да она уже в Крыме живет, у нее уже и свадьба, и дети. Баркалзелем. Угу. Да. Но это не секрет, в принципе. Это не секрет, а... Это не секрет. Да, это не секрет, в принципе. Я бы хотела вас поинтересоваться.
Аслан, насколько правдива пропаганда насчет Донецка на данный момент? Что вы имеете в виду? Я имею в виду, насколько правдива информация насчет воды, питья, вот этого всего. Ну, я не знаю, но у вас нужно спросить, как там, есть вода Да? или нет. Да я тоже так же, как и вы, под мирным небом. Ну, может, вот нацист знает. Вы знаете, как там обстановка? Насчет воды. Я нацист? Да. Ой, господи. Я нарцисс. Да, как Там давали, пожалуйста. Там воды нету, там воду уже ищут, блин, а там улицы позаливало. Воды нету, там вот эти, как их, трубы попрорывало на улицах. Что, короче, они вызывали там этих механиков. Механики не приехали, мужик, короче, надел маску. Ну, то есть подтверждаете, да? Да, надел водолазный костюм, вниз, короче, нырнул, посмотрел, что там отключил какой-то клапан, и вода перестала течь. Как-то. Ну, там обычно люди покупают в магазинах баклажки, вот это. Солдаты так же самое. У них тоже воды нет. Там даже нет ремонтных служб, говорит он. Там вызывали службы ремонтных, а там, короче, трубу прорвало. И там чуть-чуть где мирняк сидит, они вызвали, они, короче, не приехал никто. Люди сами починили. Ну, Москаляку на геляку. за что боролись, на то и напоролись. Ну, лично мое мнение. Да, к сожалению, конечно, они и привели эту войну. Вот эти люди, ну, они пропагандой. Вы знаете, можно я вас перебью? И пока Да. у меня зарядка не закончилась, у меня такая история была. Мы проживали в Киеве на тот момент, когда вот именно первые дни, самые первые дни. И я с двумя детками, на тот момент у меня ребенку, самой младшей дочери было, сколько там, 3 годика, а старшая была, ну ладно, она старшая была, ей лет, там, 9 было, 10, извиняюсь. Я просто нервничаю, вспомнила все эти моменты. И вот когда вот это все началось, я даже забыла, про что я хотела сказать. Но о чем я хотела сказать, вы не напомните мне. Вы сказали, что вы хотите меня перебить. И что Да. Ой, блин, ладно, я извиняюсь. И так хотела быстренько сказать. Да. И вот наша эвакуация, вы понимаете, вот эти все русские, когда сейчас, да ладно, я уже просто про другое сейчас буду говорить. И вот наши первые взрывы, вот эти, когда мы услышали, мои дети проснулись в первую очередь. И я вот так лежала возле них, и вот реально, вот как будто вчера было. Серьезно, клянусь вам, до сих пор не пойму, за что, в чем проблема. Никто, вся Украина, насколько я уже в центре Киева я жила, вся Украина не верила, что вот эти твари на нас нападут. Да. Ну, еще Зеленский говорил, что они нападут, там на шашлыки поехал, там все такое. Ну, это замануха была. Нет, серьезно, не верили. Мы спускались с магазина, уже слухи пошли, уже все, уже, если слух пошел, уже все обсуждали эту тему. И когда уже мы первые вот эти взрывы прослушали, у меня мое первое ощущение, я вам клянусь, у меня ноги онемели, у меня руки отнялись, у меня самое главное, что речь отнялась. Обычно мать должна успокоить своих детей, а у меня кроме спать ничего, больше ничего не получилось выговорить. Да. Вообще-то я такая. А тут замкнула полностью все. И вот теперь каждый божий день я в ТикТоке, я в Телеграме, я везде. И вы знаете, 4-й год войны, и я до сих пор не понимаю,
Вот куда вот это стадо идет? Вот объясните мне, пожалуйста, куда вот это вот стадо идет? Вот уже я вижу пару там русских, одна русская, там вторая русская. Россиян не слышу. Ну да, россияне уехали. Или арестовали, или уехали. Их нет абсолютно. Есть зато русские. Кто такие русские? Присоединенное государство. Я права или нет? Без флага, без родины. Без флага, без родины. Спасибо, девушка. Абсолютно вы правы. И я не пойму я не пойму их движение. Сами в нищете живут, то есть и призывают к нищете. Вот этот их позыв. Вот объясните мне, Аслан, пожалуйста, вот в этом их там мусульман большинство. Ну, не большинство там мусульман. Большинство. Нет, не большинство. Взять вот эти, как их, господи, буряты. Ну, они точно не мусульмане, буддисты. Они не мусульмане. Хорошо, Уфа, Башкортостан. Какого хрена они делают в Украине? Башкирия, да, большинство мусульмане, но там и христиане есть очень много. Башкиры. Ну а так, ну при чем здесь мусульмане или башкиры? Почему они лезут? Я понимаю, что они у них жилье Вам хотелось в бы, нищете. чтобы вам русские только лезли. А? Нет, вообще-то да. Если честно от всей души, да. Почему? Почему? Да. Правильно вы... Почему вы их делите? Почему вы их делите? Я не бурят? делю. Нет, я хочу их наоборот поднять. Я понимаю, о чем вы говорите. Но смотрите, эти люди ничем не отличаются от тех, например, русских имперцев, которые приходят к вам с войной. Это люди, которые 25 лет убивали нас. Вся Россия, все национальности убивали нас. В том числе украинцы приходили нас убивать. Брали отпуска, знаете, вот помните, по Крыму, по Донецку отпускники такие появились российские. И называли их отпускниками, что их там нет тогда. Это же появилось еще с Чеченской республики Ичкерия, когда с Украины, с Казахстана приезжали люди, не все они были украинской национальности, если брать этнически, там русские в основном были, но с Украины люди были. Например, Буданов, Юрий Буданов, известный, печально известный, он с Донецка был, который убил 17-летнюю Эльзу Кунгаеву, задушил ее и закопал. Ну, короче говоря, я хочу сказать, что не имеет значения, какой национальности люди к вам приходят. Да, обидно. Почему они сами не борются? Нам тоже так казалось. Нам татары у нас были, ну, все национальности, мусульмане. Дагестанцы, например, наши соседи. Вот сейчас Шамиль у нас тут был, даргинец. Вот все, у нас вторая русско-чеченская война началась с того, что даргинские два села, Чабан-Махи и Карамахи, это российские два села, там они разрешили установить такое управление, шариатское управление, а потом они решили, сперва договорились, что будем оказывать взаимопомощь, мы, дагестанцы, там на религиозной вот этой волне, и чеченцы будем друг другу взаимопомощь оказывать. Басаевым заключили договор, Шамилем Басаевым, и потом в этих населенных двух пунктах, Чабан-Махи и Карамахи, просто начали дом за домом сносить артиллерии и авиации. И попросили Шамиля прийти на помощь. Шамиль как бы заключил договор, он провел спасательную операцию и вызволил этих людей и вывел их в нашу страну, Ичкерию, и таким образом фактически спас. Там десятки чеченцев погибло, проводя эту спасательную операцию и так далее. Так вот, самыми жестокими, по словам наших бойцов, которые видели в действии дагестанских военных, мусульман, кавказцев, соседей, ради которых мы пошли воевать, там, ну, одних из, там много национальностей в Дагестане, одной из этой национальности, даргинской, которую мы спасли,
Ну, там были и даргинцы, и аварцы, и все. Они были самыми жестокими. Самый известный был Гаджи Махачев, по-моему, Гаджиев, по-моему, фамилия была. Он 20-летнего, 21-летнего парня чеченца они пленили, раненого. Он привел туда беременную его жену, разрезал ему живот и макал головой ее 19-летняя, она беременная была, макал ее голову ему в живот, пока он не умер. И потом она вышла, обвязалась взрывчаткой, подошла и взорвала его. Это Гаджиев, генерал Гаджиев был такой, комендант Урус-Мартана был такой. Поэтому, мы не считали их дагестанцами, украинцами, башкирами, бурятами. Мы их считали русскими. Это имперцы. Даже не просто русские. Вот в Украине есть русские, которые воюют за Украину, погибают, увечья получают, призывают ведь всех, правильно? Да, согласна. Поэтому я считаю, что это манкурты, это люди, которые бандиты, они идут за деньги. Им вот сама суть России – это война, это империя. Она самая большая страна в мире. Она самой большой страной в мире стала не случайно. Она завоевала все народы. Вы знаете еще такой момент? Я когда вот даже с девчонками общаюсь, это же не воины, это же женская просто, между нами девочками. Я когда спрашиваю, откуда ты? Она говорит, из Москвы. Хорошо. Из Москвы я подумала, реально из Москвы, там россиянка. Акцент хороший, слышу, акцент хороший, в принципе, российский. В итоге через пару месяцев я узнаю, она из Башкирии. Они стесняются своего происхождения. Они стесняются. Это пленные, Они гордятся тем, что они там прикупили квартиру какую-то. Да, это людоеды. Это людоеды, которые приходят на наши земли и нас убивают. Им деньги за это платят. Это никто не скрывает. За деньги они идут. Им миллионы платят. Жены отправляют, чтобы его там убили, чтобы получить там компенсацию. И сын гордиться будет. В школе там льготы, в университет поступать сыну удобно будет, если ты погибнешь. Нет, вы даже не понимаете. При этом она замужем за итальянцем. Не имеет значения. Она боится своего происхождения, где она родилась. Она стесняется этого. Она гордится тем, что у нее паспорт, у нее квартира в России. В чем гордость? Спасибо. Они какие-то униженные, вы понимаете? Вот понимаете мой позыв, к чему я веду? Я понимаю. Я знаю, о чем вы говорите. Просто и неприятно, я понимаю, что как так, тебя же самого оккупировали. У них нет этого понимания. У них в голове этого нет. Это манкурты. Им плевать. Главное деньги. Они же украинцев братьями называли. Даже если вы не братья, они же говорили это. Это ж какое же нужно быть вероломство своего брата, даже не брата называю. Я, например, называю любого человека братом, а потом беру ему топор в спину. Это что? Даже если он мне не брат, я же говорил эти слова. Это все было. Это не понять. Там, знаете, нужно только язык силы, они понимают. Оградиться от них забором. Вот, и я об этом, И желательно забыть русский язык, чтобы просто не понимать их пропаганду, не понимать, о чем они, чтобы они не понимали, о чем мы говорим, не понимать, о чем они говорят. Вот только так. Забыть как. Еще такой вопрос к вам. Еще один вопрос, самый главный. Вот вся Украина, реально вся Украина на данный момент интересуется, почему наших мирных жителей, наших детей убивают в наших домах. Дети умирают в домах, они бомбят дома. Я знаю, почему Украина не бомбит именно дома? Этот вопрос? Дайте я сейчас просто скажу, потому что Украина – это цивилизованное европейское государство. Я тоже Украина. Убивать мирных людей нельзя.
Убивать мирных людей нельзя. Это Так запрещено. я тоже Украина, я плачу так же чуть ли не каждый день за наших детей. Я понимаю. Но вы не можете этого, вы же не можете опуститься на их уровень. Мы тоже не убивали. Про нас что только про нас не говорили, что мы людоеды, террористы, исламисты, каратисты. На самом деле мы не делали того, что нам приписывали. И пока вы Да этого вы не знаете, делаете, уже иногда у меня уже появляется такое желание, что нужно. нельзя допускаться до этого. Это очень опасно. Знаете, у них человеческая жизнь ничего не стоит. Они бьют по вашим мирным городам, потому что у вас человеческая жизнь стоит. Очень дорого стоит. Это самая большая ценность. И у нас было так же. Поэтому они убивали наших мирных. У нас они убили более 250 тысяч наших мирных граждан. Это от миллиона, более 25% они убили. 10 тысяч, может быть 20-15 тысяч только бойцов наших погибло. Все остальное мирные люди у нас погибли. И мы не убивали, мы не взрывали их дома, мы не проводили им теракты. Хотя некоторые призывали это делать, и было обидно. Но это вы потеряете уважение во всем мире к себе, а их жизни человеческие ничего не стоят. Понимаете? Они нанесли штурмы своих людей посылают. Надо бить по ФСБ, надо бить по Кремлю надо бить, по военным заводам нужно бить по... главное принятие решения – это ФСБ. Главное зло – это КГБ СССР. Самое главное зло. И пока вот их, если по ним бить начнут, тогда они успокоятся, тогда они поймут, что прилетает. Но пока по ФСБ не бьют. Вот сейчас, смотрите, очень интересно, я вам сейчас дам слово, извините, я тут мысль одну закончу. 24 августа у вас был День Конституции. В этот День Конституции в Центральном детском мире офицер ФСБ, по-моему, подполковник или полковник целый, Алексей Титов, закладывал взрывчатку и подорвался. Это еще не доказано, да, это не доказано. Уже? Нет, мной это доказано. Мне больше доказательств не нужно. Если вам оторвало 2 руки и 2 ноги, и вы находились рядом с газовым баллоном, и у вас был разобранный кнопочный телефон, о котором говорят свидетели, для меня более чем достаточно. День независимости Украины и один пострадавший только ФСБшник, там еще несколько. Да, один, правда говорите, да. Значит, он это закладывал, он ее устанавливал. В этот момент это происходит. Такое бывает иногда у этих террористов, этих взрывников происходят ошибки там, у саперов. Это все бывает. Решил Рязанский сахар, Рязанский сахар. Да, это на вас было бы повешено, понимаете? А вот когда вы говорите, что нужно бить по мирным, вы таким образом даете им основания. Нет, вы должны сказать. Ни в коем случае. Да, тяжело, да, больно, когда наши гибнут. Очень больно. Я знаю, что это такое. Но если мы опустимся до уровня, они хотят не подняться на ваш уровень и стать такими же человеколюбивыми, с уважением правам человека. Они хотят вас опустить до своего уровня и сказать, смотрите, они же такие же, как мы. Что вы хотели? На русских клейма ставить, на ФСБ клейма ставить негде. Спасибо. А вам этого нельзя. А вам нельзя. Пожалуйста. Так, пожалуйста, вот я юзеру дам слово. Пожалуйста. Юзер. Можно мне, пока он готовится? Да, конечно, туда, пожалуйста. То, что вы сказали, я хотел сказать. Вы полностью предсказали мои мысли. В России человеческая жизнь ничего не стоит. И нет смысла бить по гражданским, потому что это будет бессмысленно. Кого надо уничтожать? Это Путина и все его окружение. Всех этих казнокрадов, что стали военными преступниками. И еще хотел добавить, Гиркин был исполнительным, когда взрывали дома в Рязани, Москве и Волгодонске, да? Его в Рязани поймали. Если вы помните, если вы смотрели документальный фильм «ФСБ взрывает Россию», там была приблизительная, когда искали вот этого Гиркина, да,
Он там был, он залаживал так называемый гексоген, да? По фотороботу Там очень была... похож, я согласен. Да, вот именно, фоторобот похож. И, по-моему, Очень кто-то об этом уже говорил, что это он был Говорили, исполнитель да. там, да, ну. И Патрушев, но если... И Вы знаете, еще, вот... еще, Артугал, одну вещь добавлю. Одна интересная аналогия. Тогда они взрывали дома, чтобы обвинить в этом нас и начать войну против нас, то есть поджечь фитиль войны, как он это сказал, когда поджег фитиль войны против Украины. И он же поджигал фитиль уже против Украины. И прямо говорил, я поджег фитиль войны против Украины. Поэтому это тоже важно. Это не только фоторобот внешне похож, но еще он и одинаковый такой паттерн, понимаете, провокатор войны. Он у нас начинал эту войну против нас, и против вас он начинал эту войну также. Поэтому вполне возможно, что это он. Я легко допускаю. Так, пожалуйста, дальше. Что хотел добавить. Наверняка вот украинцы, я родился в Молдавии, мои предки румыны. И вот есть те культурные ценности, которые передаются от родителей к детям, да. Пока я рос, я чувствовал какую-то бесчеловечность у россиян. Я не понимал, откуда происхождение, что это значит. Как бы мы, когда дети, мы всему очень быстро учимся и ищем ответы на все вопросы. Позже, когда я стал изучать историю, я понял, что это приходит то, что они нас отправляли в ГУЛАГ, в рабство колхоза, в лагеря ГУЛАГа. И все это было под сильным страхом. То есть человек выбирал, либо он умирает, либо станет работать в колхозе, либо он умирает, либо его отправляют в ГУЛАГ. Притом большинство тех, что отправлены были в ГУЛАГ, они не возвращались. Да, это до Да, смерти. притом, насколько вот, представьте себе такое, Вторую мировую войну придумали русские. Во Второй мировой войне полностью виновны русские. Они мечтали дойти. Они спонсировали Германию с целью, чтобы те разрушили Европу. Они были уверены, что разрушат. И потом на руинах они дойдут до Лиссабона. Это план россиян был. Да? Притом еще вот мы должны были праздновать так. Пакт Риббентроп-Молотова 23 августа 1939 года они подписали. 1 сентября немцы нападают на Польшу, и русские, с другой стороны, 17 сентября нападают на Польшу. И потом они вместе проводят парад в Бресте. Это были две тоталитарные режимы, которые задумали так называемую генную инженерию, уничтожали якобы слабых, но в принципе это было уничтожение любого этноса, любой культуры и создать так называемую homo советику, что-то в этом роде. Но они не ушли один большой фактор, самый важный фактор. Вы знаете, ведь не религия делала человека человеком, а образование, культура. И вот то самое ценное. Они уничтожили интеллигенцию, а потом через коллективизацию и самых трудолюбивых уничтожили. И именно поэтому россияне такие, если вы, допустим, наблюдаете, как они беседуют в эфирах, это не люди, это как бы... можно переименовать Россию в быдлостан, огромный быдлостан. Со всеми их там богатствами, неважно, там, университетами, потому что в университетах их не столько учат, как дурят, понимаете? Да, согласен. Так, друзья, кто еще? Юзер, вы будете говорить? Или я уже тогда пойду спать? На самом деле мы уже сидим почти 2 часа. А если вы не выскажетесь, я предлагаю закончить наш сегодняшний стрим. Спасибо вам за Всех ответ, поздравить. спасибо вам за приглашение. Спасибо вам, Татьяна, спасибо всем. Нарцисс, Португал, Нарцисс. До Я свидания. хотел напоследок вас всех поздравить. Мне кажется, что мир уже как бы понемножку просыпается. И, судя по всему, 350 тысяч ракет, которые будут лететь и убивать вот этих путиноидов, вот эту шмару, вот эту человеческие как бы отбросы. Скоро начнется чистка России от путиноидов по всем парам, да. Это нечто. Посмотрим. Будем надеяться, что Украина победит, потому что на Украине замыкается все. Но Украина должна победить, выстоять должна. Слава Украине! Да, к сожалению, на Украине зацикливается все. Да, к Да, к сожалению. сожалению, да. Это война
цивилизации. У мира другого выхода просто нет. Русский деспотизм. Я как-то одному россиянину говорю, вы всегда были отсталым народом, кроме как воровать и мародерить никогда ничего не умели. Он, скажи мне это в лицо. А просто включить мозги невозможно, сразу чувство позывать. У вас что есть? У нас, знаете, iPhone, Samsung, LG. У нас, знаете, в чем проблема? Мы все вместе не помогаем Украине. Вот в чем проблема. Мы все должны, и Германия должна, и Америка должна, и Румыния, и Болгария, и все остальные должны помогать Украине. Не просто словами, даже не просто оружием, именно солдатами, всей силой мы должны. Но, к сожалению, каждый пытается извлечь себе выгоду, каждый пытается минимально для себя уроном и максимальной выгодой воспользоваться этой ситуацией. Это большая опасность, в которой мы находимся. Да, мы переживаем все вместе, но хотелось бы, чтобы государство, чтобы наши власти начали вот эти действия. Не просто мы болеем, переживаем, там, а чтобы государство начало делать. Дай Бог, Украина выстоит. Другого выбора у Украины нет просто. Другого выбора нет. Слава Украине. Нравится, что сейчас война идет не количеством, а качеством. И вы посмотрите, что натворили 32 Хаймарса. Кстати, война стала... Вот что натворили 32 Хаймарса. А сейчас идет такая помощь, что россиянам аукнется это. Но то, что они будут вот как назывались люди, была болезнь, кожаная болезнь, да, их шугались. Вот с этих пор будут всем миром шугаться вот этого рашизма. Да. Дядя Аслан сегодня спать не пойдет, будет до 5 утра сидеть. Да, пойду спать. Спасибо, спокойной ночи всем, друзья. Вот, даже спокойной ночи. Давайте, до свидания.